согласованию с главой города Леонидом Черкесовым Совет старейшин Чувашского национального конгресса и Совет старейшин Чебоксарского городского собрания депутатов провели совместное выездное заседание. Такая поездка по городу помогает понять, как сейчас выглядит столица Чувашии и что нужно сделать для того, чтобы она преобразилась. В Чебоксарах проходят самые разнообразные масштабные спортивные и культурные мероприятия, так что город должен выглядеть так, чтобы вызывать у его жителей и гостей только положительные эмоции. По выбранному маршруту делегация посетила все районы города. Обращалось внимание и на состояние зеленых насаждений, как они себя сейчас чувствуют, уборка содержания прилегающих территорий по городу, а также транспортные проблемы, которые как раз являются из основных проблем. То есть это текущее состояние, какие есть пробки, какие есть вопросы и какие перспективы решения этих вопросов. Также обращалось внимание и на сохранение этнокультурного наследия. Названия улиц, остановок, учреждений города обязательно должны дублироваться на чувашском языке. В нем заключена вся мудрость народа и его взгляд на мир. Так что не нужно утрачивать связь со своими корнями. Также обсуждался вопрос и об ускорении работы по созданию этнопарка в парке 500-летия Чебоксар. Здесь часто проходят национальные праздники, поэтому этому месту нужно придать национальный колорит. Нынешний год в Чувашии объявлен годом Константина Иванова, автора бессмертной поэмы «Нарс». Представители Совета старейшин Чувашского национального конгресса обратили внимание на отсутствие в городе растяжек и баннеров, посвященных этому событию. Кроме того, заместитель председателя Совета старейшин ЧНК, известный скульптор Федор Мадуров, обеспокоен плачевным состоянием монументальной композиции, которую уже давно перенесли с кольца Ядринского шоссе в парк 500-летия Чебоксар. Это символ, в принципе, первый такой скульптурный символ объединения народов в российское государство. Потому что нет в России нет такого символа где-то визуального, запечатления, объясняющего именно происхождение этого становления российского государства. Здесь, конечно, требуется такой капитальный ремонт этой композиции. И установили очень неудобно. В завершении поездки прошло совещание, где присутствовали представители администрации города. Члены делегации высказали свои пожелания и предложения. Также затрагивались такие важные вопросы, как транспорт, благоустройство города и многое другое. Встреча прошла в позитивном ключе, поскольку у всех одна цель – сделать столицу Чувашии их еще лучше и краше. Жизненный опыт старшего поколения в этом непременно поможет. Елена Яковлева, Екатерина Янгалакова. Жизнь столицы.